«Лада» 9-й модели вылетела в кювет после неудачного обгона автобуса при въезде в поселок Юдино. Выехав на полосу встречного движения, водитель легковушки по касательной столкнулся с автомобилем «Хонда». При этом, утверждают очевидцы, у иномарки не горел ни один световой прибор, и увидеть автомобиль в темноте было довольно проблематично. Сразу после аварии между водителями вспыхнул конфликт, переросший в драку. Обо всем по порядку расскажет Ленар Гинатуллин. Мы с ним зеркалами столкнулись, и сюда я ушел. Как рассказал водитель «девятки», все началось с обгона автобуса. Решив, что маневр безопасен, мужчина смело выехал на полосу встречного движения. В последний момент перед собой он увидел едущую навстречу «Хонду». Говорит, у иномарки не горела ни одна лампочка, хотя на улице была уже почти ночь. Обоим автомобилистам повезло, лобового столкновения не было, машины столкнулись по касательной, после чего неуправляемая «Лада» вылетела в кювет. В салоне отечественного автомобиля находились 3 человека, включая ребенка. Никто из них не пострадал, однако на этом приключения водителя «девятки» не закончились. Между ним и вторым участником ДТП сразу после столкновения назрел конфликт. Они даже ни помощи не спрашивали, что там? Нет, они стали, говорят, пьяные, но они так агрессивно очень себя вели. И девушка стала кричать: нет, не надо, не трогайте его. И один ударил, потом второй, но улетел во враг. Вот. А потом люди пришли, стали, ладно, неравнодушные, вышли, они говорят: мы видели, это свидетели были, мы видели, что вы ехали без освещения, что темно здесь, вот, и они сели в машину и уехали. В суете номера «Хонды» никто не заметил. Знали только, что компания молодых людей состояла из 3 человек, 2 парней и 1 девушки. Водителю «Лады» ничего не оставалось, как вызвать полицию. Потом участковый скорый приехал, да? У скорой не приезжала, мы сейчас поедем в травмпункт, потому что вроде, может, они ничего. Мы сказали, сейчас будут искать, да, вот этих вот молодых людей, которые вот... Ну да, мы написали заявление, мы сейчас освидетельствование будем проходить. Вытащить «девятку» из кювета своими силами не удалось. Потребовалась помощь нескольких проезжающих мимо автомобилистов. Большую надежду в поиске нападавших пострадавшая сторона возлагает на камеры видеонаблюдения. Всю хронологию событий еще только предстоит установить. Ленар Гинатуллин, Айрат Назипов, Наиля Абдуллин. Вызов 112.